Этот день ознаменовался большим праздничным событием в Ингушетии. Еще один дом Аллаха на ингушской земле открывается теперь уже в сельском поселении Пседах. Радость прихожан, местных и жителей всей республики, присутствующих на открытии мечети. Богослову, в том числе и из соседних республик, уважаемые старейшины, молодежь и дети воздают хвалу Всевышнему. Ведь, наконец, завершилось строительство храма, которое тянулось с 2015 года. В финансировании строительства по-настоящему народной мечети приняли участие жители села и всей республики. В период распространения ковида работы были приостановлены. Затем строительство вновь возобновилось с новой силой. Оставалось найти средства для решения ключевых вопросов по благоустройству мечети. В ходе инспекционной поездки в Малгобекский район к главе республики обратились жители Пседаха с просьбой посодействовать в возведении мечети. نوبس دوري كون موتي عيوري وشو خلور وخايان انشو تاعه وي مخ دوخ ناقه يعني وكمن وش قلتلي يعني سوار بكو ميكالك مخ داز انا تشيني برت ثاني ديال قريتمس الحمد لله يخوز فوس محمد علي وز ايش در حكيش دي ويرت مو سق ويرت حاش ومو وسق والله بصبسك حشوين شو تاع خوز لامز دي خوز حتى يت موت بركه خني ير خوزني وي برت خلديس. Президент группы Сафмар Микаил Гуцериев известен особенно трепетным отношением к объектам духовного значения. Масштабные работы по реконструкции мусульманских и православных кладбищ, продолжающиеся с прошлого года и по сей день, тому подтверждение. Благодаря договоренности руководителя субъекта и Микаила Саварбековича, новая мечеть в Пседахе, которая носит имя имама Аш-Шафии, также не стало исключением. Махмуд Али Макшарипович обратился к Микаилу Саварбековичу Гуцериеву. Микаил Саварбекович дал распоряжение приехать посмотреть, какая помощь нужна, здесь какие работы необходимо сделать. Мы уехали сюда, взяли с собой специалистов. Нужно было полностью благоустроить территорию. Не было кондиционирования внутри. Нужно было деревом отбить стены полностью. Мимбар нужно было сделать. Также необходимо было сделать освещение. Построили, как вы видите, котельные, дома для хранения инвентаря построили. Мы полностью асфальтировали площадку, стоянку сделали, благоустройство, брусчатку положили. То есть провели большие работы. Красота внутреннего убранства мечети сразу восхищает. Сама атмосфера, царящая в этих стенах, действительно непередаваемая. Очевидно, что в строительство мечети вложили не только средства, но и душу. Здание в 2 этажа, не считая цокольного, украсило собой площадь около 2 гектаров в самом центре Пседаха. По проекту высота мечети достигает 36 метров, минареты которой виднеются со всех уголков Пседаха. Население на сегодняшний день села 7200 человек. У нас на территории муниципалитета одна центральная соборная мечеть вместимостью более 400 человек. И вот, переизбыток уже был давно, уже необходимость была строительства новой мечети уже как минимум 10 лет назад. Махмуд Али Макшарипович откликнулся на 3-й же день. Представители Микаила Саварбековича Гуцериева приехали, полностью осмотрели территорию, составили сметную документацию. Уже через неделю работы начались, и буквально в течение месяца-полтора все работы были завершены. В связи с этим хотел бы выразить свою благодарность от всех жителей села, главе нашей республики Махмуду Али Макшариповичу, президенту Сафмар группы Микаилу Саварбековичу. Богословы напоминают переданные до наших дней хадисы. Кто построит мечеть, тому Аллах построит дом в раю. Тратить свои средства, силы и время на строительство мечети – большое благо и огромный вклад в вечную жизнь. Непрерывная милостыня или садака джария, когда награда не перестает нисходить к усопшему даже после смерти. Жители Пседаха выражают благодарность всем, кто принял участие в этом деле. Masa lilu stig lilu vetek dal shida de obulin da itil. Kaka ishta de hona way mak de ga ishta guturi mika de ga ishta ablati tsadina ishta tunga pomsh yani ro ishta bulgu устройство yo ara yel. Kaka san nizar midlitilna. Kon вопросом ответить на
çoğu tonduk da kalesine işte Mikael diye ona yoza işte yaş olur işte çoğu dok hazır kılıt ona ton Mikael gotsa ya paça gotsa Tiger masu yut Tiger tuna dık bakıl bu o değerliyiz kılsın şalil işte onunla da so vakit iza vakit İnsan huk ni itmel doşu sık vakit ve Katın guna böyle tuni hoşul deş tuni honçikil riliş polçan masana delreza hayır takeşliş tadina tun şamil doştu hum inimitel şamil doştu hum tun adinin sar. Богословы молят Всевышнего укрепить братство мусульман, объединить сердца посредством любви к нему. Жители Псидаха, а это ингуши и чеченцы, являются достойным примером единства уммы мусульман. ve derdi ki ve meclis doları ve bu dün diyana bu fıpya bölge busna bart kalırdı ve saaş kalırdı ve vahşi diş kalırdı vahşi megiş kalırdı masum vahşi malkı çadazi qabul dolt ve muhtalları bol cina zulm haniyatan ne çoğu çok bir haldurlah dini yok hal işte Пока одна группа молодежи впитывает знания и мудрость от наших уважаемых старейшин, другая занята разделыванием жертвенного скота. Неподалеку установлены и несколько казанов для угощения всех собравшихся. На цокольном этаже накрыли столы. Не приобщившись к сава, по вайнавской традиции никого не отпускают. Мечеть, как объект духовного значения, служит бесценным объединяющим местом для мусульман. Это известный и неоспоримый факт, в котором верующие могли убедиться еще 14 веков назад. Как известно, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, когда совершил хиджу из Мекки в Медину, первым делом построил мечеть. Почему он не построил себе дом? Дело в том, что мечеть – это место, где люди совершают пятикратный намаз в коллективе. Более того, когда все люди, и богатые, и бедные, и сильные, и слабые, встают в один ряд для поклонения своему Господу, усиливается чувство сострадания и единства. Мечеть в этом плане носит мощный социальный характер, способствующий укреплению уз братства. Адам Мережков, Беляль Ахильгов, Ахмед Хашигульгов, Магаз 24.